Меня зовут Алексей Ларионов, я руководитель IT-школы. Мы обучаем подростков программированию и компьютерной графике. Вот. Наши курсы идут 2 года, занятия 3 раза в неделю по 60 минут. Вот. И мы себя позиционируем как людей, которые готовят подростков к профессии. Вот у нас есть сайт laryonov.school, можете зайти посмотреть. Также есть Инстаграм такой же. Вот. И, в принципе, все наши работы, все, что делают ученики, их прогресс и прочее, прочее, можете посмотреть здесь. Кроме того, на сайте у нас есть раздел портфолио учеников. Это, то есть, у каждого ученика есть какие-то работы, которые он делает, ну, типа, и он выкладывает сюда, вот, и уже, собственно, каждый человек может посмотреть, оценить и прочее. Вот, можете тоже зайти, посмотреть и узнать, что у нас вообще, что мы делаем, какие проекты у нас происходят и прочее. Так, сегодня я бы хотел поговорить про то, как вообще входить в IT, да, как с чего начинать и прочее, и как разрабатывать, как запускать свои проекты. Вот. Вот вы сейчас как раз-таки, в принципе, в самом том возрасте, когда можно начинать, то есть 8-9 класс — это прямо оптимальное время для того, чтобы начинать изучать, начинать знакомиться. Вот. И по идее вы можете записаться к нам. Но также помимо нас есть очень много открытых онлайн-курсов, вот, начиная там от Coursera, Udemy, заканчивая видео на YouTube и прочее. Допустим, я сам вот этому всему обучался только через YouTube. Прямо заходите на YouTube, там типа написать там, как сделать свой первый сайт. Да, и там будет много-много-много видео, смотрите все, анализируйте и прочее. Но будьте готовы к тому, что это, как бы очень много, на это много времени понадобится, и это достаточно такой сложный путь. Он не для всех. Вот. Если говорить конкретно про технологии, да, вообще в целом, сейчас еще раз экран покажу, забыл кое-что сказать. Когда говорят про IT, все люди, большинство людей думает про программирование. То есть люди считают, что в IT есть только программирование. И это на самом деле очень-очень-очень глубокое заблуждение, потому что сегодня в IT просто куча профессий, куча разных специальностей. Вот, и программисты сегодня в IT — это только одна из очень огромного количества профессий, которые существуют. Если, допустим, говорить конкретно про прикладников, помимо программирования есть компьютерная графика. Компьютерная графика — это, собственно, 3D-моделирование, 2D-дизайн, рисунки, что-то вот такое. Вот, у нас в портфолио, собственно, допустим, именно работы больше ребят, которые именно компьютерной графикой занимаются. Вот, допустим, там какие-то вот такие визуализации они делают. Вот, это все 3D-модели. То есть он прямо, то есть это все прямо собрано в 3D-программе, замоделено, сделано. Вот. То есть вот это вот мы с ребятами много делаем таких практических штук, такие, которые могли бы потом, реально как-то в будущем пригодиться, там что-то такое. Вот, то есть важный момент, да, IT — это далеко не только программирование, не только написание кода и не только там разработка. Есть также, вот, во-первых, графика, это очень такое, такое же большое направление, и там также много тоже своих каких-то специальностей и прочее. И помимо всего этого, куча разных специальностей, начиная там от маркетолога, менеджера проектов, там, скрам-мастер, мастер, то есть очень много профессий в IT, вот, и, то есть, не думайте, что IT — это только программирование. И, допустим, если вам не нравится, или вы там как-то
в общем, если вы поняли, что программирование это не ваше, допустим, то это как бы, ну, это еще совсем не означает, что типа, о, теперь я не смогу стать айтишником, потому что, еще раз повторюсь, да, профессий в IT огромное количество, всяких разных направлений, всяких разных специальностей там и прочее. То есть мир IT, он сегодня, лет 10 назад, да, можно было сказать, что если ты айтишник, то значит ты программист. Сейчас уже нет. Сейчас IT — это огромный океан, и программирование — это только одна из, такая очень небольшая часть этого океана. Вот, поэтому, да, как входить в мир IT, в принципе, то есть если не конкретными курсами, да, не конкретными навыками и прочим, я бы очень сильно советовал подпишитесь на какие-то паблики, подпишитесь на какие-то страницы в Инстаграме, каналы в Телеграме, какие-то просто сайты и прочее, которые вращаются вокруг IT. Которые, ну, допустим, новостной портал такой есть, vc.ru. Вот, если вы прямо хотите входить в мир IT, то я бы рекомендовал прям раз в день, в два туда заходить, читать статьи, что там написано. Многое из того, что там написано, вы поначалу будете не понимать, но потихоньку. То есть я вот, допустим, на VC.ru стабильно захожу раз в день. Оттуда я узнаю, какие сейчас тренды, что сейчас происходит, куда все вот это вот идет и прочее. То есть такой новостной портал про IT. Вот, поэтому я вот крайне рекомендую туда заходить, и вы, в принципе, когда вот более-менее начнете владеть материалом, станете понимать вообще, ну, какие профессии есть, да, как туда можно заходить и как можно начать учиться там. Вот. То есть, если подытоживать, с чего нужно начинать вхождение в мир IT, это называется контекст, да, то есть вы должны вообще, в принципе, представлять себе, что такое IT, что такое мир IT, что там происходит, какие люди там работают, что они делают и прочее. А для этого нужно прямо начать искать вот каналы всякие, прямо там, ну, то есть YouTube-каналы, Telegram-каналы, Instagram, там, вот это все. Ищите, смотрите, те, которые вам интересны, те, которые вам нравятся, подписывайтесь на них и просто там читайте, смотрите. Сегодня вот, ну, вот со всем развитием IT и со всем развитием всего, информация, нужная и правильная вам информация, это прямо вот номер один приоритет. Это то, что вы должны, вне зависимости, это на самом деле, да, вне зависимости от того, хотите ли вы быть айтишником или нет, уметь вокруг себя создать вот это информационное поле и вариться в нем, да, это вот прямо супер важный навык, вне зависимости от того, будете ли вы айтишником или нет. Потому что, как бы, даже уже сегодняшний день, это день информации. То есть день знаний, сейчас как сформулирую. То есть сегодня, допустим, когда я был ребенком, да, вот в 8-9 классе, у нас была проблема доступа к информации. Нужно было идти там в библиотеку, искать какую-то книгу, там. Вы, наверное, в принципе, для вас это уже такой процесс, который, типа, что за фигня? Что это вообще, зачем это уже нужно делать? У вас сегодня стоит другая проблема. Вы, наоборот, сейчас любую информацию вы находите в два клика. То есть расстояние от вас до какой-то конкретной полезной информации — это вот два клика, грубо говоря. И это кажется, что это очень круто, да, типа вот у нас есть там доступ к базе знаний всего человечества там, за 5 секунд, грубо говоря. Но на самом деле это очень плохо тоже. Потому что теперь проблема другая. Проблема теперь не доступа к информации, а проблема ее фильтрации. Ее очень много вокруг, очень дичайшее количество контента
нас окружает каждый день, и с каждым днем его будет становиться все больше и больше. Вот, и поэтому развивайте в себе вот это качество, которое, ну, все люди из образования любят говорить, типа там, вот, мы не знаем, каким будет будущее через 5-10 лет. И типа мы не знаем, к чему готовить детей там и прочее. И отчасти это так и есть, да, потому что ну, мир меняется очень быстро, все вот это вот происходит, но одно качество абсолютно точно будет вам нужно, и оно абсолютно точно лет через 10, когда вы станете там взрослыми, уже начнете работать, оно будет котироваться очень сильно. Это умение как раз-таки разбираться, фильтровать, анализировать и изучать ту информацию, которая вас окружает. Это уже сегодня сложно достаточно делать. Через 10 лет это будет просто какая-то глобальная, какая-то, наверное, это будет проблема, катастрофа того, то, что ну, слишком много всего вокруг. И поэтому начинайте сейчас заниматься этим, именно тренируйте навык гугления и разбора информации. То есть того, что там да, вам выйдет, допустим, в выдаче. Такое можно простое упражнение, типа, ну, да, как начать вышивать, ну, например, там, или писать код и прочее, прочее. Вот, прямо заходите в Google, и у вас там выйдет, пишите такой запрос, выйдут результаты, и начинайте прямо ходить по этим результатам и анализировать их. Вот, допустим, вы написали запрос, вышло там 2 страницы, да, 2 результата. Каждый из них открыли, и каждый из них изучили. И каждый раз, когда вы что-то читаете, каждый раз, когда вы изучаете, всегда задавайте вопросы себе. Типа, почему здесь они так говорят? Чем это отличается от этого? Что полезного я могу узнать на этой странице? Что полезного я могу узнать на той странице? Что я в итоге понял? Что нового появилось у меня в голове? Как это можно применить и прочее. Ну, то есть, вот это и есть, да, анализ. Не потребляйте информацию просто вот так, типа, прочитали, поняли, и все. Это плохо. То есть, тоже плохо. когда вы станете взрослыми, это будет прямо обязательное требование ко всем. То, что вы должны уметь критически подходить к информации, вы должны уметь анализировать ее. Вот. И это очень такой сложный процесс, но начинается он вот с таких простых штук. Типа, просто начинайте себе задавать вопросы. Что-то новое узнали, что-то новое посмотрели, прочитали, сели и такие, типа, так, мне надо, там, Алексей, грубо говоря, сказал, что нужно подумать. Окей, берете, делаете паузу на минутку хотя бы, и вот в течение минуты себе задаете вопросы, типа, о чем это, а зачем мне это знать, что, как я могу это использовать, а как это соотносится с тем, что я уже знаю, а что мне нужно узнать еще, а что мне для этого потребуется, как мне это сделать и прочее. Вот попробуйте вот себе вот такую привычку вырабатывать, и это будет прямо бомба. То есть вы за несколько лет, у вас мозг приучится в таком плане размышлять, то есть критически анализировать и использовать информацию. Вот, и как только вы это сделаете, все, у вас точно не будет никаких проблем там ни с трудоустройством, ни с поиском себя, с изучением чего-либо там и прочее. Вот. Это что касается вот, ну, в общем, если вот подытоживать, да, все то, что я сказал, как войти в мир IT. Да, дурацкий каламбур. Первое. Окружите себя источниками информации.
подпишитесь на каналы, сайты там и прочее. Ну, вот я уже не так сильно, у меня, ну, как бы мозг уже не такой гибкий и не так сильно это, поэтому я читаю, вот я захожу на Висиру, я захожу на Хабр, вот, и у меня там 5 телеграм-каналов и 2 YouTube-канала, грубо говоря. Все. И вот мне этого хватает для того, чтобы как-то держать свое информационное состояние в тонусе. Вот, у вас, может быть, будет больше, может быть, будет меньше. Смотрите сами. То есть, окружите себя источниками знания. То есть, какие-то места, откуда вы будете получать каждый день или там 2 дня какую-то новую информацию. И второе, когда будете эту информацию воспринимать, не просто воспринимайте ее, типа, прочли и все, а задавайте вопросы себе. Это поначалу очень сложно. Это поначалу прямо, типа, мозг сопротивляется этому, потому что, ну, типа, это лишняя работа, и нафига, типа, она нужна, и зачем это делать, в принципе. Прямо заставляйте себя. Типа, вот следующую минуту я не буду думать ни о чем, кроме того, как я буду пытаться задавать себе вопросы. Зачем вот это мне нужно? Как я это могу использовать? Ну, в общем, вот это вот. И потихоньку у вас все это все лучше и лучше. То есть это не быстрый процесс. Это очень долго происходит. Вот, но там через 2-3 года у вас уже мозг потихоньку, вы начнете чувствовать, вы начнете ощущать, что у вас мозг начинает немножко по-другому работать. Он уже все как-то там начинает структурировать, все как-то там вот это все и прочее. Вот, собственно, вот так. Вот 2 моих совета. И я прямо за них готов ручаться, потому что, ну, я сам вот так к этому пришел. Источники информации и анализ, и работа с этой информацией. Так, Игорь, у нас сколько времени еще есть? В принципе, у нас время-то не ограничено. Прикольно, супер. Так, если у кого-то какие-то вопросы возникают, можете писать в чат, да, кто-то Иванов, ну просто, да. Вот, можете писать в чат, спрашивать, можете включать там какие-то свои видосы там и прочее. Вот, про вход в мир IT я, в принципе, поговорил, и вторую такую вещь хотел сказать про именно создание проектов, про запуск проектов, про вот это все и прочее. Про свой опыт расскажу немного. Я вообще начал заниматься программированием лет в... Сколько мне было? 20? Да. Вот, я там начал делать первые сайты, изучал вот программирование по YouTube и прочее. Вот, и через какое-то время, когда ты вот уже более-менее что-то умеешь делать, всегда приходит типа желание, типа я хочу сделать сервис какой-то, да, игру, стартап, там, уникальную, в мире еще такой не существует, она будет супер крутой, это еще никто не делал, эта идея уникальная и прочее. Ну, весь такой бред, который он на самом деле у всех начинающих ребят есть, и это нормально, это абсолютно нормальная стадия развития. Вот, но что происходит дальше? Да? Вы запускаете проект, какой-то там что-то делаете с друзьями, там прочее, и он не взлетает. Очень редко бывает, что там первая же попытка начинает идти успешно. Вот, и вы потом начинаете делать второе, допустим, да, вот, и если как раз-таки у вас нету вот этого анализа в голове, да, того, что, типа, нужно делать, вы просто начинаете делать одни и те же ошибки. То есть и у вас там второй, третий, четвертый, пятый не получился, и, типа, вы такие, все, это не мое, наверное, там. Вот. У меня уж вот эта вот IT-школа, ну, сейчас я ее считаю, что это вот мой такой успешный проект. Вот. И это мой, наверное, это моя 11-я попытка. Вот. 10 раз до этого я пытался что-то вот такое создавать, придумывать. И ничего не получалось, но каждый раз, когда у меня какой-то фейл происходил, я просто думал, ну, как бы вот у меня не получилось, я садился и думал,
просто выписывал на бумажку, типа, почему не получилось, как я думаю, что я не так сделал, как это можно было исправить, и что я должен сделать для того, чтобы в будущем этого не повторялось. Вот, и вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, потихоньку, и вот уже когда я создавал IT-школу, у меня уже был в голове прям, типа, ну, такой вот опыт, да, типа, вот так делать не надо, вот так делать не надо, вот так делать не надо, это нужно делать вот так, вот так, вот так. Собственно, ну вот, это я к чему? Первое, прямо приготовьтесь к тому, то, что, ну, у вас не будет получаться первое время. И это абсолютно нормально. Это нормальный этап развития человека, нормальный этап развития любой деятельности, в принципе. Вы когда что-то начинаете делать, вы не знаете, как это делается. И вы просто идете вслепую и факапитесь. Вот. И здесь это как бы факап, он неизбежен в любом случае. Но здесь важный момент, что вы будете делать дальше с этим. Вот, типа, вы сели в лужу, и что, какие действия ваши дальше? Будете ли вы сядете и просто проанализируете, типа, что, как это произошло, да, то есть как этого избежать в будущем. Либо же вы там начнете загоняться, говорите, что, о, у меня ничего не получается, я ничего не могу, это не мое там и прочее. Выбор полностью ваш. Но я просто вот со своего, как бы, такого, пусть и небольшого, но все равно опыта, я просто говорю о том, что факап, он всегда происходит. И вот первые ваши попытки всегда будут провальными. Причем неважно, насколько вы там какие-то умные книжки почитаете, неважно, насколько вы там будете делать, вы в любом случае будете пока... Вот. И мой такой совет всем, да, ну, я точно знаю то, что вы к нему не прислушаетесь, и вы все равно так не будете делать, но это как бы вот мы сейчас в этом году запускаем два совершенно сторонних проекта от IT-школы, ну, стартапы. И я вот такой вот, типа там, то, что со всеми знаниями, то, что опытом всем, я начал делать абсолютно те же самые ошибки, которые там делают новички, и про которые 1000 раз говорили во всех руководствах по стартапам и прочее, прочее. Вот, поэтому как бы я вам и про них расскажу, но да, я думаю, то, что вы тоже в любом случае эти ошибки будете делать и прочее. Первое. Вот вам пришла идея в голову какого-нибудь стартапа, сервиса, типа хотим сделать сайт, типа, ну, про какой пример можно придумать? Хотим сделать сайт для продажи, типа, мяса. Чтобы, ну, это я к чему говорю, потому что у нас была такая идея тоже, типа как InDriver, только там типа, ты вот в деревне в Якутии сидишь, у тебя есть мясо, ты выставляешь это на приложение, и покупатель может у тебя купить там и прочее. Вот. И ваша первая, ну, представим, да, такая идея у вас есть. Первым делом, что вы хотите сделать, сразу же, что в голову вам приходит, это типа, ну, начать писать код, да, вы начинаете писать сайт, приложение, вот, дизайн там делаете, настраиваете все, вот, то есть для вас стартап – это про разработку приложения, типа, про разработку сайта. Вы думаете, что как бы люди, которые занимаются стартапом, они пишут код, они делают приложения и прочее. И вот самая большая, вот это вот самая большая ошибка вообще всех, кто начинает, то есть вы начинаете думать то, что стартап – это приложение. Это вообще не так, это абсолютно неправильно. Почему? Потому что, ну вот представьте себе ситуацию, да, вы придумали идею, вам кажется, что она прикольная, вы начали писать код, начали писать приложение,
Вот, все, закончили, потратили там на это хотя бы там 3-4 месяца. А потом вы запускаете его, и выясняется то, что им никто не пользуется. И вы такие, типа, о, блин, наверное, рекламу мало мы сделали, наверное, мы сделали там мало чего-то, чего-то. Это еще более худшее развитие событий. Вы начинаете покупать рекламу, много рекламы, тратите туда деньги, и у вас уже вообще в итоге ничего не получилось, вы должны кучу денег там и прочее, вот, и наступает депрессия, и все, короче, все тлен, все плохо. Вот, это... Почему так происходит? Да? Это происходит как бы, ну, от неопытности и вот от неверного понимания сути стартапов, сути проектов и прочее. На самом деле, что такое стартап, что такое вот это вот все? Любой проект, который бы вы ни делали, он всегда делается для кого-то. Он всегда делается для, ну, каких-то клиентов, грубо говоря, ваших, да? И ваш стартап, он должен решать какую-то проблему этого человека. Только в таком случае у вас может там, ну, что-то получиться. Начать там какие-то пойти движения там и прочее, прочее. То есть это принципиально важно. У вас должны быть клиенты, и то, что вы придумали, вы должны решать какую-то проблему этих клиентов. Вот, это прямо вот фундамент. И весь ваш сервис, стартап, проект и прочее, он должен строиться вокруг этого. Вот, и как сэкономить кучу средств, да, и как сэкономить вообще, и как понять можно очень легко и быстро, что, типа, вот я придумал какую-то идею, и она стрельнет. Она принесет мне кучу всего. Вы просто берете и думаете, типа, кто будет этим пользоваться и какую его проблему вы будете решать. А потом самый главный, ключевой момент, и именно с него на самом деле должна начинаться работа над любым стартапом, над любым проектом и прочее. Вы берете этих людей, да, типа там, допустим, кто у нас ну, в этом сервисе, типа для продажи мяса, кто клиент получается. Там два клиента, да. Первые люди, которые покупают свежие, ну, как бы натуральные продукты наши местные, якутские. И второе – это продавцы. Вот. И вы, даже не придумывая идею, у вас все еще, как бы, у вас даже названия нету проекта, ничего нету. Вы вообще не должны этим заниматься. Вы просто берете и начинаете разговаривать с этими людьми. Там знакомых находите, там как-то там через мессенджеры, Facebook там и прочее, прочее. И вы просто идете к ним и такие типа, можно с вами поговорить минут 5? Кто-то вас будет там посылать, кто-то будет игнорировать и прочее, но всегда будут люди, которые почему-то, я не знаю почему, они такие, да, окей, давай, и они будут с вами охотно разговаривать, они будут вам давать информацию и прочее, и вы начинаете с ними разговаривать в ключе, типа, как вы вот эту вот проблему решаете, а что вы делаете? Ну, то есть, вот конкретно на примере вот этого сайта, да, вы находите людей, которые покупают ну, натуральные продукты, и прямо спрашиваете у них, а почему вы покупаете вот именно якутское натуральное мясо? Почему вы не идете в супермаркет и не покупаете там бразильскую свинину там, и прочее? Почему? Что для вас важно? Да, какой выбор, почему именно такой выбор вы делаете? Вот, потом задаете там еще такие дополнительные вопросы, типа, сколько вы там, допустим, в месяц тратите на вот натуральное мясо? А как вы это делаете? Где вы его ищете? Как вы понимаете, что это мясо хорошее? То есть на какие рынки вы ходите, грубо говоря, да? На что вы смотрите? Ну, то есть вы не говорите с ними про ваш проект. Вы не говорите, типа, о, смотрите, мы придумали сервис, где продавцы и покупатели могут друг с другом стыковаться. Вы бы пользовались таким сервисом? Это очень плохой вопрос.
То есть он вам не даст никакой картины, никакого представления. Вы спрашиваете в целом про то, как сейчас без вашего сервиса, без вашего проекта, как сейчас люди это решают. Вот что вам нужно узнать. Потом мы, допустим, звоним общаемся с продавцами мяса, да, и спрашиваем у них уже теперь, а как сейчас они мясо продают? Какой путь проходит, вот, грубо говоря, мясо от их фермы до конечного покупателя? Ой, сейчас, подождите. Наушник упал. Что они делают? Как этот процесс построен весь и прочее. Все. И вот с этого должна начинаться любой проект, любой этот. Не с придумывания имени, не с разработки, не там с этого. Ничего этого нету пока. Вы должны сначала поговорить с людьми. Люди будут у вас что-то покупать, и вы должны поговорить с теми, как вы думаете, будут у вас покупать. Вот. Это называется изучение рынка, CastDev. Также вы можете вот это вот найти такие определения, да. То есть это прямо вот очень важный этап. Именно с него вы должны начинать работу над любым проектом. Вы должны сначала разговаривать с людьми, и во время разговора с людьми вы, во-первых, понимаете вообще, есть ли спрос или нет, и, во-вторых, вы начинаете лучше понимать, как устроены процессы, как все сейчас происходит. И когда вы поймете, как устроены процессы, вот тогда вы поймете, как эти процессы можно улучшить. Понятно, да? То есть вы не начинаете, просто о, у меня есть прикольная идея, все, я буду сейчас делать ее и делаю. Вы начинаете с изучения, с вопросов. И уже ответы людей, которые вам дадут, они вам дадут картину о том, чего именно не хватает им. И вы просто берете это, делаете, предлагаете им, и все. И вот только после этого уже начинаете это называется гипотеза, я считаю, что людям не хватает, люди испытывают неудобства с транспортировкой мяса, допустим. Вот их главная проблема. Мы с ними поговорили, и мы поняли, что и те, и покупатели, и продавцы испытывают очень большую проблему с транспортировкой мяса. Все. Вот, тогда вам приходит, значит, наш сайт должен как-то эту проблему решать. Не знаю, я сейчас просто на ходу придумываю, поэтому, в общем, сама мысль должна быть понятна. Вот так. То есть, если подытоживать, да, конкретно, как запускать свои проекты, забудьте вообще про сам проект, пока вы не поговорите с людьми. Потратьте прямо время на это. Удостоверьтесь, что есть спрос, есть проблема, вы эту проблему можете решить, люди за это вам будут платить, они готовы платить за это. Вот. И только после этого начинайте, потому что очень, если вы будете делать так, да, то вы, допустим, потратили 2 недели на опросы. У вас была какая-то прикольная идея, которая, как вам казалось, она прикольная. Вы тратите 2 недели на опросы и понимаете, что, оказывается, людям это не нужно. У них нету проблем. Все. Вы такие, окей. Я потратил 2 недели, но зато я ничего не сделал, и я не сделал факапа. Я не сделал сервис и не потратил на него время, которое в итоге никому не нужно будет. Вот так. И, ладно, это уже следующий этап. Сейчас, в принципе, про него расскажу, и на этом все. Когда вы сделали CastDev, когда вы провели опросы, получили какие-то штуки, вам нужно будет делать MVP. MVP — это минимальный такой какой-то продукт, который очень сырой, он не проработанный вообще.
Он просто какой-то страшненький, там вот это все, но он делает вот эту вот какую-то одну функцию главную, которую вы, типа, ну, ваша главная функция. Все, вы делаете MVP и начинаете MVP, тоже MVP собирается, как правило, очень быстро, там, месяц, типа такого. Вы собираете MVP и начинаете MVP предлагать прямо тем людям, с которыми вы разговаривали уже. И слушать их ответы уже, как бы это, типа, нравится, не нравится. Вот он, смотрите, прямо уже готовая какая-то функция, сколько вы готовы за это платить. Нравится вам это или нет, удобно вам это или нет. Вот. То есть обратная связь, да, всегда держите, всегда получайте обратную связь. Очень много разговаривайте с людьми, задавайте им вопросы. Вот. Не ударяйтесь в разработку, не делайте, короче, ничего, пока вы не поговорили с людьми. Вот. Если коротко все вот это подытожить, то вот это вот оно. Фух. Так, ну у меня вроде все. Какие-то, если есть вопросы, можете говорить. Какой язык программирования сначала выучить? Это такой очень, на самом деле, спорный вопрос, потому что ну, сколько у людей, столько мнений. Кто-то советует там C, кто-то советует C++, прочее. Я нисколько не говорю сейчас то, что вот моя точка зрения единственно правильная, да, но мы начинаем обучение с языка JavaScript. JavaScript — это язык для интернет-страниц, вот, и мы начинаем вообще обучение программированию именно с него. Причины очень простые, он сам по себе как язык очень простой. Там прям, он прям совсем простой. И вот у нас там ребята в 7 классе, в 8 его изучают очень спокойно, без никакого опыта в программировании. И там пишут на нем какие-то игры, какие-то вот такие штуки там и прочее. Многие сильно ругают JavaScript там, и я, в принципе, с ними согласен. Он не идеальный далеко язык, вот, но он позволяет быстро начать что-то писать. Какие-то приколюхи, какие-то прикольные классные штуки. Вот. Также вот Python сейчас очень сильно на хайпе и очень сильно его прямо везде продвигают. И, в принципе, я согласен, да, если хороший учитель, хорошая учебная программа, то Python, да, это тоже прикольно. Но Python все-таки чуть сложнее, чем JavaScript. Но на нем и можно сделать гораздо более крутые вещи, я согласен. Вот, короче, вот наша версия — это JavaScript, это HTML, CSS и JavaScript. Вот, но это далеко не единственный возможный вариант, могут быть совершенно другие версии, они тоже могут и имеют право на жизнь. Есть какие-то вопросы, комментарии? Может, что-то хочешь сказать? Жесткая тишина все. Я вообще на связи, меня слышно. Ну, у нас такой контингент собрался. Очень стройный. Окей. Супер. Это, я думаю, мало ли, вдруг какие-то технические проблемы, я тут болтаю, не слышно ничего. Да, у нас вот сколько спикеров было, сколько лекций, вебинаров прошло. Все пытались получить какую-то обратную связь, но ребята в основном в чате это пишут. Вы хотя бы в чате плюсики проставьте, кто прослушал, кому понравилось. Ладно, Виктор, в принципе, уже это окей, понял. Ну, у меня все, Игорь. В принципе, вот что хотел, ты сказал. Да. Ну, вон, видишь, в чате они живы. Не на связи. Супер. Все, послушаем. Ну ладно, тогда, ребята, если вопросов к Алексею нет, поблагодарим Алексея. Все, спасибо вам. Спасибо. Пока. Всего доброго. Пока.